Здравствуйте, уважаемые телезрители! Если вы увидите на улицах нашего города или в общественных зданиях людей, которые что-то снимают на большие фотокамеры, не удивляйтесь, в Улан-Удэ началась подготовка к съемке полнометражного фильма. Вот о чем этот фильм, что это за фильм, мы узнаем у его режиссера Салбона Лыгденова и оператора Ивана Гудкова. Здравствуйте! Ну, первый вопрос, Салбон, наверное, вам. Вот, насколько я знаю, это ваша давняя мечта снять фильм в Бурятии и о Бурятии. Вот можно говорить, что сейчас началась ее реализация? Да, действительно, я давно мечтаю об этом. Нынче вот так получилось, что вот реально пригласив своих друзей, реально оценив ситуацию, поговорив со многими людьми, получив добро, скажем так, и самое главное, конечно, и нынче год такой, что как-то тебя вдохновляет что-то, я не знаю, что это такое, может быть, слышишь что-то. Ну и главное, друзья поддержали. Это я могу сказать, что это начало. Иван, а вот как вы согласились? Ну, вот одно дело там Москва, и ехать сюда, в Бурятию, снимать фильм, еще неизвестно какой. Ну, Салбон, собственно, человек, которого я уже давно знаю, это был первый повод, почему я здесь. И второй повод, Бурятия, я здесь не был, очень интересно. Я думаю, ну, и третий повод это сценарий, конечно же. Очень неплохой сценарий, все, ну, как бы, я думаю, из этого сложится у нас хорошее кино. Хорошо, ну вот, Салбон, раз уж речь зашла о сценарии, вот можно узнать все-таки, а что это за фильм будет, вот о чем? Ну, о чем, если вкратце говорить, то, конечно же, это молодежь, проблема молодежи. Даже не сказал проблема, а скорее просто ее отношение именно к нашей реальной жизни, не о тех ее мечтах где-то куда-то уехать или где-то добить свое счастье. На самом деле просто рассказать о ребятах, молодых людях, которые счастливы здесь. Ну, детали, я так понимаю, вы не раскрываете пока. Ну, вот чисто так, давайте лучше сохраним до просмотра. Насколько вот наша фактура вообще располагает вот к созданию хорошего фильма? Речь идет не только, скажем, о природе, о пейзажах, да, но и вот о людях. Вот герои-то они у вас уже есть, какие-то пробы, может быть, уже были? Ну, героев сейчас мы в поиске. Вот. А что касается фактуры, я скажу так, что я пока не видел фильмов с такой фактурой, которая у нас будет. Вот, которые здесь есть. Собственно, они особо здесь не снимались, как я понимаю. Вот, и это будет, видимо, первый фильм, который покажет это все. Но вы были только в Улан-Удэ в городе, или же уже успели вот посмотреть на красоту, допустим, природную? Не, вот буквально на днях мы выезжаем как раз смотреть на красоты. Я догадываюсь, что это такое, но боюсь, что все равно не буду к этому готов. Многие, наверное, сейчас подумали о кастинге, а вот можно ли попасть в этот фильм, потому что ну, как бы, вот есть наверняка такое желание, раз уж фильм снимается здесь и о нас, почему бы и нет? Или все-таки будет речь идти только о профессиональных актерах? Ну, если бы у нас были такие профессиональные актеры, такого сказали, сделали там, ну и вообще, либо я подходил бы к этому, что я поставлю это актера и сразу заработаю кучу денег, привлеку массу внимания, то, конечно, там были бы. Ну а так, есть вариант всем попасть, буду смотреть на всех, потому что у нас, я думаю, есть еще таланты, не то, что еще там, я даже уверен в том, что они есть. И среди молодежи особенно. И надо раскрывать, мало ли, вдруг в нашем городе, где-то в деревнях ходят звездочки будущие. В принципе, в Бурятии было несколько попыток снять свое кино, и они как бы заканчивались, ну, не очень удачно. По разным причинам, там, объективным, субъективным. Вот нет как бы опасений каких-то в этом смысле? Да, если бы были такие опасения, я бы, конечно, даже не взялся бы за это дело. Я для этого практически проработал в Москве 7 лет. И очень плотно, очень прям бесперерывно, я бы сказал, все эти годы со всеми профессионалами, с всеми продюсерами, режиссерами, с опытными операторами, художниками. То есть всю кухню от начала до конца там все прошел. И понятное дело, что есть уверенность, тем более уверенность подтверждается тем, что именно друзья мои, профессионалы, приезжают с Москвы. А это самое главное, потому что если делать кино, там должно быть от и до, то есть запланированный съемочный день, даже если одну возьмем эту часть, да, она должна быть четко спланирована. А это очень много, потому что один съемочный день это тоже расход, денежный расход, это профессиональный расход, технический расход. Если вот на этом уже уровне все будет четко запланировано, четко снято, то я уже смело могу говорить, что весь этап пройдет очень удачно. Ну то есть получается лозунг «кадры решает все», да. Как никогда актуален, да?
Да. Во всех смыслах этого слова. Ну, конечно, да. Как бы люди, съемочная группа не старалась, не суетилась, не задумывала, все это в конце концов единственное будет на двухмерном экране. Понятно, что процесс производства кинофильма это очень затратный процесс. Вот есть уже источники финансирования? Только ли собственные средства? Нет, к счастью, мы уже получаем поддержку от наших бизнесменов, именно наших, из Бурятии, от политиков наших, которые именно опять-таки бурятских. Пока внешних вливаний никаких не было. Можно ли уже теперь говорить о каких-то конкретных сроках премьеры? Но это не этот год. Ну да, в принципе, мы будем смотреть. Все-таки хотелось бы, конечно, к юбилею республики тоже сделать, города, республики. Это было бы интересно, на самом деле. Ну вот я считаю, что тот сезон, вот весна будущего года, это самый такой период будет. Тоже как раз к настроению города, к весне. Все-таки задам этот вопрос. Куда можно по поводу кастинга обращаться уже конкретно? Может, телефончик, адресок подскажете? Да. Сам не претендую. Нет, объявление будет, я думаю, на телевизионных каналах, на газетных страницах, в объявлениях будут объявления, когда мы объявим официально кастинг. Ну что ж, Салбон и Иван, я могу только пожелать того, чтобы этот фильм состоялся, чтобы все прошло успешно, и съемки, и монтаж фильма, и выход его на широкий экран. Ну и самое главное, чтобы фильм нашел своего зрителя. Спасибо большое. Ну а вам, уважаемые телезрители, я желаю всего самого доброго и до встречи в эфире.